Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Разгрузка первичного здравоохранения. Амбулаторный центр на базе «Триумфа» за 7 дней принял свыше 10 тысяч человек. Уход за растениями и проектирование ландшафтного дизайна. На базе Хатасской школы планируют открыть агропарк. Начало побед. Сегодня в Пекине состоится открытие зимних Олимпийских игр. За минувшие сутки в республике от COVID-19 излечились 2162 человека. Было госпитализировано 125 больных. При этом выявлено 3493 новых случая инфицирования коронавирусом. В Якутске зарегистрировали 2432 случая. Также более 100 больных выявили в Мирнинском, Алданском и Мегино-Кангаласском районах. На сегодняшний день первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 577 897 человек, что составляет более 80% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 129 402 человека. Это 54% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. В Якутске врачи приняли свыше 10 тысяч человек за 7 дней работы амбулаторного центра, который открыли на базе спорткомплекса «Триумф». Он призван разгрузить первичное звено здравоохранения столицы. В центре работают более 170 медиков, 2 смены с 8 утра до 8 вечера. Для удобства и предотвращения скопления граждан продумана и организована маршрутизация. После заполнения документов и прохождения термометрии люди с признаками ОРВИ в порядке электронной очереди направляются на сдачу их анализов, а затем в зал ожидания. Уже через 15 минут по результатам анализов их принимают соответствующие специалисты. За первую неделю работы в амбулаторный центр неотложной медицинской помощи с признаками ОРВИ подошло на обследование 10,5 тысяч человек. В среднем в день мы обследуем где-то 1500 человек. Это, конечно, значительно снизило нагрузку на амбулаторное звено, хотя идет очень большой рост вызовов по поликлиникам. Если бы не был организован этот центр, просто был бы коллапс. 32% обратившихся – это люди с признаками ковид, которых мы диагностировали. 28% – это ОРВИ, и, к сожалению, 30% – это люди без признаков ОРВИ. Готовность высокая. Новый кардиологический центр в Якутске на финальной стадии строительства. Здание полностью готово, остались только пусконаладочные работы. Центр станет головным учреждением единой системы кардиососудистой службы. И в его направлениях будет не только лечение, но и реабилитация пациентов. Мадина Халикова расскажет подробнее. Уже скоро в этих стенах начнут принимать первых пациентов. На передовом высокотехнологичном оборудовании, равному которым нет на всем Дальнем Востоке, приступят к обследованию, операциям и диагностике больных. Чуть больше полугода назад специалисты федеральных компаний приступили к установке современнейшей техники. Ведь важна каждая деталь. Сейчас на финальной стадии пусконаладочные работы. Мы монтируем здесь операционные чистые помещения, системы чистой вентиляции и систему телемедицины. Это крайне современная, на самом деле, система, которая позволяет хирургу получать, во-первых, помощь, если ему необходимо проконсультироваться с какими-то специалистами, которые находятся в любом конце планеты. И сами помещения, которые мы здесь собираем, они считаются золотым стандартом по всей планете. Здесь будут проводить операции, которых и вовсе никогда не делали в ближайших регионах. Якутия станет центром по оказанию качественной помощи в кардиологии в Дальневосточном округе. Сегодня проверить, как идет подготовка к скорому открытию, приехал первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков. Здесь мы будем выполнять эндоваскулярные операции. Возможности этого аппарата у нас 2D, 3D в качестве, а также со всех позиций мы будем выполнять визуализацию данных патологий. То есть это самое последнее у нас оборудование. Да. Новее этого оборудования нету в стране, да, и, соответственно, мы должны наших специалистов немножко доподготовить для того, чтобы дообучить, чтобы они могли
полностью использовать возможности такого современного комплекса. Работать в этом кардиососудистом центре будет более 1000 специалистов, от нейрохирургов до терапевтов. Это самый высококвалифицированный медицинский персонал. Конечно, ряд профессий, ряд таких специальностей сейчас будут проходить переподготовку. Мы специально не открытие объекта приурочили не к его строительной готовности, а к его готовности как функциональный центр. То есть люди должны сейчас пройти обучение, подготовку, и в апреле они уже будут полностью готовы, не только технически, но и уже кадрово принимать пациентов. Кардиососудистый центр станет головным учреждением единой профильной службы, где реализуют подходы к лечению заболеваний сердца, сосудов головного мозга. В республике актуальным остается региональный план маршрутизации пациентов ключевых групп таких заболеваний. Четко понимаем, что по кардиологической службе будет головное учреждение для оказания кардиологической помощи, сосудистой помощи, по неврологии тоже для жителей нашей республики. И, конечно же, это все повлияет на снижение летальности от кардиопатологии, от болезней системы кровообращения, от острых инфарктов, от острых нарушений мозгового кровообращения, от хронической сердечной недостаточности. Еще одно направление – развитие кардиореабилитации. Она также необходима, как и само лечение, и проводить ее будут на высококвалифицированном уровне. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. На базе Хатасской средней школы планируют открыть агропарк. Администрация Якутска выделила земельный участок площадью 3 гектара на территории Наслега. В агропарке школьники будут ухаживать за растениями и огородом, проектировать ландшафтный дизайн. Агропарк будет работать в летнее время. Проект уже готов. Коллектив Хатасской школы подал заявку на конкурс поддержки местных инициатив. Отметим, что в учебном заведении работает 3 года агрокуб. Здесь дети проводят различные научные исследования, создают гидропонную установку и проводят микроклонирование растений. В планах у нашей школы в дальнейшем работать с Вавиловским институтом по растениеводству по проекту «Вавиловский школьный огород». В этом году также мы планируем первый этап работы создания агропарка нашего села Хатасы, где будем реализовывать и летний трудовой отдых детей, научно-исследовательские работы, потому что наши ребята занимаются микроклональным размножением растений, и все растения, которые мы получаем в чистой зоне, уже необходимо внедрить в условия опытного полигона, да. В Москве продолжает свою работу масштабная художественно-промышленная выставка «Форум» под названием «Уникальная Россия». Она проводится во 2-й раз и объединяет тысячи мастеров со всей страны. Живопись, скульптура, резьба по кости, шитье и многое другое. Причем экспозиции выставки постоянно меняются. Какие работы представили якутяне, узнаем из следующего материала. Это подъезд, как пешня, как картон. Известный в России адвокат Алексей Бенецкий – большой любитель якутских ножей. Как только он услышал о том, что в Москву на выставку «Уникальная Россия» приезжают кузнецы из нашей республики, сразу же приехал присмотреться к новинкам. У меня и у сына якутские ножи есть. Прекрасная вещь для рабочей настоящей охоты. Замечательная сталь, качественные ручки. В общем, из того многообразия, которое сегодня есть и из Китая, там, из разных других стран, для того, чтобы чувствовать себя в лесу, на охоте, на рыбалке, это самое лучшее, что может быть. Якутские кузнецы – победители многих российских и международных конкурсов. И на выставке «Уникальная Россия» к ним тоже пристальное внимание. Работа кузнецов якутских мастеров всегда вызывает восторг и всегда дикий интерес. И всегда столпотворение из-за того, что человек руками делает такие произведения искусства.
Выставка проводится во второй раз. В рамках форума проходят деловые сессии, показы мод, концерты. Но главное внимание, конечно, к народным умельцам. Они приехали из 53 регионов. Ювелирное производство Якутии вызывает огромный интерес у представителей всех народов России. И особой популярностью пользуются ювелирные украшения из серебра, например, серьги. Выставка действительно масштабная, 1500 участников. И для того, чтобы показать все работы мастеров, организаторам пришлось менять несколько раз экспозицию. И придя сюда дважды или трижды, вы будете удивляться каждый раз, потому что вокруг будет все новое. Задача показать Россию во всей красе, показать от Дальнего Востока, от Якутии до Калининграда, показать и мастеров, и событийный ряд, и историческую составляющую, многогранность народов нашей страны. Как каждый бриллиант переливается своими гранями, каждая республика, каждый регион. Якутские мастера привезли на выставку и изделия из кости, конского волоса, дерева, уникальные национальные костюмы. На все это великолепие можно посмотреть еще в течение недели в гостином дворе. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. В завершении выпуска о спорте. Ориентир 30 медалей. Своими ожиданиями от выступления российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине поделился глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он также подчеркнул, что у спортсменов боевой настрой и желание показать лучшие результаты. Глава Олимпийского комитета России также прокомментировал выбор знаменосцев на открытие Олимпийских игр. Ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев. Поздняков отметил, что они являются одними из самых опытных спортсменов команды, к тому же имеющие олимпийские медали. Настрой самый боевой. Спортсмены, которые приехали сюда, в Пекин, в Олимпийский Пекин, прошли очень через большой путь. Они не просто долгое время готовились, квалифицировались и отбирались на эти соревнования, но тем не менее, и плюс ко всему, вернее, и им нужно было пройти очень непростую в настоящее время процедуру верификации в виде отрицательных ПЦР-тестов. Поэтому, конечно же, те, кто уже сюда попал на территорию олимпийского этого пузыря, безусловно, настроены самым решительным образом бороться за медали, показать свои лучшие спортивные результаты. Ну, а мы всей страной будем поддерживать их в этом. Местом проведения торжественной церемонии открытия Олимпийских игр станет, как и в 2008 году, Пекинский национальный стадион, известный под названием «Птичье гнездо». Но в отличие от летних игр, соревнования здесь проводиться не будут. Постановкой представления, как и 14 лет назад, занимается режиссер Чжан Имоу, чье шоу на сегодняшний день считается одним из лучших. Многие детали открытия традиционно держатся в строжайшем секрете. Но известно, что продолжительность действия составит около 100 минут. Ответственным за показ мероприятия в России будет телеканал «Россия-1». Прямая трансляция начнется в 21:00 по якутскому времени. Таковы главные новости к этому часу. Больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте, а также в социальных сетях. Оставайтесь с нами.